Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях среды. 18 ноября вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы дня. Жатай может стать первым населенным пунктом в России без аварийного жилья. Очередной умный дом ввели в поселке. Растет число больных коронавирусом в регионе. Анализы на ковид теперь будут брать только при наличии симптомов. Роспотребнадзор напоминает о правилах. Расскажем о профилактике инфекции в Нерюнгринском районе. Самое время посетить ветеринара. В столице завершается месячник по регистрации домашних животных. Школьники Алданского района приступили к учебе в очном формате. Некоторые школы остаются на дистанционке. Расскажем, какие. Сахафильм снимет совместную картину с киностудией «Автор». Какими работами знаменит новый партнер? Снесли один из последних аварийных домов в Жатае. Его снос стал началом заключительного этапа переселения людей из ветхого и аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда». Старт последнему этапу дали глава Якутии Айсен Николаев вместе с гостями из федерального центра. Подробности у Юрия Осипова. Это один из последних аварийных домов в Жатае. Его снос дал старт заключительному этапу переселения людей из ветхого и аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда». По его окончании Жатай станет первым в России населенным пунктом, где нет аварийных домов. За весь период мы вновь построено жилье для переселяющихся в размере 33 тысяч квадратных метров. А всего ветхое жилье, которое подлежало и подлежит сносу, это 27 тысяч квадратных метров. И мы завершаем программу, потому что это вот на сегодняшний день последние 10 домов, которые признаны на территории городского округа Жатая аварийными. Все 193 человека, которые проживали в аварийных домах, переедут в новый умный дом. Жатай является лидером в стране по строительству энергоэффективного жилья. Жатай хочу поставить в пример не только с точки зрения переселения из аварийного жилья, но и строительства энергоэффективных домов, умных, как мы называем. Вот. У нас, к сожалению, только 120, чуть больше домов по всей стране. В Жатае, кстати, 11. Одна из счастливых новоселов Ирина Владимировна. Она уже получила ключи от своей новой квартиры. Дом у нас был, мы сначала жили в доме барачного типа в однокомнатной квартире. Ну, там просто были комнаты, частично благоустроенные. Потом мы переехали в 4-квартирный дом, тоже который признан был ветхим жильем. И года 3 назад мы узнали, что строится дом энергосберегающий, в который мы переезжаем. До 2025 года из аварийного жилья должны быть расселены более 61 тысячи якутян. На сегодняшний день все работы идут согласно графика. По сообщению главы региона Айсена Николаева, план до конца 2020 года уже выполнен на 60%. Вся программа работает по республике, по всем 36 районам. Самый крупный объем расселения у нас в Алданском районе, в Нерюнгринском районе, в Ленском районе и в городе Якутске. Но кроме этого, еще раз, в любом другом нашем, даже арктическом, например, в Атантайском районе, так, есть дома, которые будут переселяться по программе расселения. Айсен Николаев отметил, что Государственная Дума приняла в первом чтении закон о комплексном развитии застроенных территорий. Благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы может быть решен вопрос строительства застроенных территорий. В первую очередь это касается крупных городов Якутии. Юрий Осипов, Юлия Михайлова, Владимир Павлов, Джилустан Иннокентьев, Якутск, Жатай. Всего же по программе переселения граждан из аварийного жилья в ближайшие годы жилищные условия улучшат десятки тысяч якутян. Айсен Николаев провел рабочее совещание с участием федеральных гостей. В рамках программы по сокращению непригодного для проживания жилья, которая идет усиленными темпами, предстоит в 5 раз сократить общее количество аварийного жилого фонда. В свою очередь Сергей Степашин отметил, что в рамках реализации первого этапа программы Якутия переселила 32 тысячи человек. Регион показывает реальные цифры, когда в целом по стране было выявлено резкое занижение количества аварийных домов, сказал он. Чтобы максимально быстро завершить программу переселения, Фонд содействия реформированию ЖКХ перенес средства вперед и выделил республике еще 2 миллиарда рублей. И выделено уже дополнительно 2 миллиарда рублей для переселения из аварийного жилья. Я абсолютно убежден, я думаю,
Александр Сергеевич подтвердит правильность моих слов о том, что республика свою программу, нашу общую программу, прошу прощения, безусловно, выполнит. Сегодня фонд перенес финансирование на более ранние сроки. Сегодня вот 2 миллиарда рублей в республику поступило, которые, конечно же, пойдут в первую очередь на то, чтобы начали строиться новые дома в ближайшее время для того, чтобы программу, еще раз говорю, еще более ускорить. 221 новый случай коронавирусной инфекции зафиксировали в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 124. По информации оперштаба, в Мирнинском районе выявили 10 заболевших, в Вилюйском районе 9, по 7 случаев в Алданском, Намском, Оленёкском районах, по 6 в Амгинском и Нерюнгринском. В Татинском районе зарегистрировали 5 новых случаев, также по 4 случая выявили в Верхневилюйском и Мегино-Кангаласском районах. Лаборатории республики с начала пандемии обработали более 700 тысяч тестов. Необходимо обратить внимание, что с этой недели есть 2 новых новшества, которые определены постановлением Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия. Они связаны прежде всего с тем, что в соответствии с этим постановлением у контактных лиц не будет отбираться анализ на новую коронавирусную инфекцию, а им без анализа предписано нахождение на 14-дневной самоизоляции, если они являлись таким контактным лицом. Забор анализов будет осуществляться лишь только при соответствующих клинических проявлениях. Для органов местного самоуправления, для органов государственной власти, как учредителей образовательных учреждений, главным является создание безопасных условий обучения наших детей. Противодействие коронавирусу в Нерюнгринском районе на сегодня плановая, трудоемкая и ответственная работа, но ситуация под контролем. С начала пандемии в районе выявлено 440 случаев с положительным диагнозом. Эпидпороги по острым респираторным инфекциям превышены незначительно на 6%. Сохранение меры предосторожности. Все поликлиники сейчас работают и принимают пациентов. Роспотребнадзор напоминает о правилах для населения по профилактике коронавирусной инфекции. В районе продолжаются контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению ограничительных мер. Нарушители будут получать административные наказания. Появились изменения и в санитарных правилах. Ценность имеют лабораторные исследования, которые проводятся только по выявлению антигена. То есть к таким исследованиям относятся ПЦР-диагностика, методы ИХА, иммунохроматографические методы. Метод ИФА не является диагностическим, он используется как вспомогательный. Поэтому если граждане проходят обследование методом ИФА, то это не значит, при получении каких-то результатов, это не значит, что будет выставлен диагноз коронавирусная инфекция и приниматься все необходимые меры в отношении данных граждан. В любом случае заболевание должно быть подтверждено или опровергнуто методом ПЦР-диагностики. Свыше 60 миллиардов рублей выделят дополнительно регионам на выплаты детям от 3 до 7 лет. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Отмечается, что сумма выплат составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5500 рублей в месяц в зависимости от региона. Ранее на заседании правительства премьер заявил, что на выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в текущем году будет суммарно направлено 123 миллиарда рублей. Сейчас короткая реклама, мы вернемся буквально через 1 минуту. Смотрите далее. Самое время посетить ветеринара. В столице завершается месячник по регистрации домашних животных. Школьники Алданского района приступили к учебе в очном формате. Некоторые школы остаются на дистанционке. Расскажем, какие. Саха-фильм снимет совместную картину с киностудией «Автор». Какими работами знаменит новый партнер. Продолжаем нашу программу. Метель ожидается в арктических и колымских районах Якутии завтра. По данным Якутского управления гидрометеослужбы, в ближайшие сутки ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. В Булунском районе до 25-30 метров в секунду и метели, им говорится в сообщении. Населению рекомендуют соблюдать правила безопасности и оставаться дома. Также необходимо подготовиться к возможному отключению электроэнергии. Кроме того, водителям следует воздержаться от поездок до улучшения погодных условий в связи с повышенной вероятностью возникновения ДТП.
Тем временем в Мирном устанавливают теплые остановки. Теперь ожидание пассажирского транспорта в холодное время года стало комфортным. На территории города находится 58 автобусных остановок. На сегодняшний день 15 из них теплые. В дальнейшем планируется благоустроить и другие остановки. Для строительства торговых павильонов были привлечены субъекты малого и среднего бизнеса. Важным требованием является не препятствовать гражданам находиться в торгово-остановочном павильоне во время ожидания маршрутного автобуса. В приоритете именно торговый павильон устанавливается в первую очередь для того, чтобы граждане могли находиться в этом павильоне и в тепле дожидаться своего автобуса. Вот это приоритетом мы поставили. И за данное нарушение человек будет привлекаться к ответственности, вплоть до того, что договор будет расторгнут. В схему размещения мест добавили еще новые места. Их теперь у нас 8. Субъекты малого предпринимательства привлекаем для того, чтобы они заявлялись и устанавливали теплые торговые остановочные павильоны. То есть здесь заинтересованность и предпринимательского состава, да, и местного муниципального органа власти, и, конечно же, заинтересованность граждан, чтобы ожидать свой автобус в теплом помещении. А в столице завершается месячник по регистрации домашних животных. Мероприятие продлится до 20 ноября. Специалисты проводят выездные рейды и профилактические беседы с владельцами домашних животных. Ну а сами хозяева могут подойти в ветеринарную лечебницу, где их четвероногих зарегистрируют, выдадут паспорта, проведут чипирование и поставят необходимые прививки. Подробности в сюжете Ульяны Шагиной. Мопс Матвей со своей хозяйкой Ольгой сегодня гость ветеринарной лечебницы. Через пару минут ему выдадут первый в его жизни паспорт, вакцинируют от бешенства, а также по желанию хозяйки зачипируют. Я как сознательный хозяин давно мечтала подойти сюда, но из-за пандемии, самоизоляции, я как бы все время откладывала. И мы сегодня решились прийти и поставиться на учет. Плюс еще мы бесплатно получаем прививку от бешенства. В ветеринарной лечебнице народу немного. Те, кто подошли, понимают, что регистрация является обязательной процедурой. За нее придется отдать 80 рублей. Зато собаке выдадут паспорт, а еще бесплатно провакцинируют. Регистрация – это данные каждой собаки и кошки заносятся в единую электронную базу. И проводим чипирование по желанию. И каждому животному выдается регистрационный номер. Чипирование, если, например, если у нас породистые собаки, они часто ездят на выставку, за границу у них обязательное требование чипирования. И если человек собаку свою потеряет, если найдут эту собаку по чипу, через базу данных можно найти владельца. Чипирование у нас платное. 156 рублей стоит. В рамках месячника специалисты обходят придомовые территории. Владельцам животных выдаются памятки и предписания. За уклонение от регистрации выписывается административный штраф, причем весьма существенный. Так, за месяц уже составлено 16 протоколов. Так владельцы облагаются штрафом от 1 тысячи до 4 тысяч рублей. Должностные лица от 3 до 4 тысяч рублей. Юридическим лицам выпишут штраф за уклонение от 5 до 10 тысяч рублей. В настоящий момент произведен обход 120 квартир, где половина жителей не открыла дверь, нескольким гражданам составлены акты и 40 имеются регистрации. В целом население относится ответственно. Напомним, в июне этого года для уменьшения количества безнадзорных животных на городских улицах окружной администрации приняты новые правила содержания домашних животных. Документ обязывает граждан не только регистрировать своих четвероногих, но и устанавливает запрет на самовыгул, а также выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Школьники Алданского района приступили к учебе в очном формате. Исключения составляют 2 школы поселка Ленинский и города Томот. В режиме онлайн уроки ведут педагоги старше 65 лет. Дистанционно в этом году пройдут и олимпиады. Подробности учебного процесса в Алданском районе у Татьяны Вахниной. Таблица Менделеева, теоремы и аксиомы, лирика и проза мировых классиков. После каникул детвора вновь приступила к разгрызанию гранита наук. В школах Алданского района учебный процесс возобновился в очном формате. Исключение составляет Томотская санаторная школа-интернат. В санаторной школе занятия идут в дистанционном формате, потому что все-таки это было закрытое учреждение, и пока немножко у нас там еще есть заболевшие.
Дистанционно учебный процесс продолжается в школе номер 5 поселка Ленинский. Напомним, ранее в школе были выявлены случаи коронавируса, и в учебном заведении был введен карантин. Учителя сейчас буквально в пятницу все, тот, кто еще не сдал анализы, сдавали анализы. И, значит, как только придут анализы, школа начнет работать тоже в обычном режиме, то есть в очной форме. В очном формате без применения дистанционных технологий все же не обойтись. Порядка полусотни педагогов, а это 9% от общего числа, составляют категорию 65+. Они работают удаленно и ведут занятия в режиме онлайн. В дистанционном формате в ближайшее время будут проходить не только традиционные уроки, но также Всероссийская олимпиада школьников. Конечно, мы тоже будем проводить ее в дистанционном режиме на базе школ, но в определенное время. То есть мы буквально за полчаса высылаем задание. Допустим, в 12 часов все ребята, которые идут на муниципальный этап, садятся, выполняют, и затем работы отправляются в департамент. Первое испытание в рамках Всероссийской олимпиады школьников состоится в ближайшую субботу, следующее в понедельник. Всего состязания пройдут по 28 предметам. Дистанционный формат никоим образом не минимизирует честность в интеллектуальной борьбе. В школе, в классе за секретность материалов, за конфиденциальность будет нести персональную ответственность руководитель школы. Параллельно с Олимпиадой школьников будет проходить научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Ожидается, что защита научных работ в этом году также состоится в режиме онлайн. Татьяна Вахнина, Алдан. Главную площадь города Ленска начали готовить к Новому году. К установке центральной городской ели приступили 9 ноября. По словам начальника управления городской культуры, на полное украшение центра понадобится месяц. Так, подрядная организация закончила установку ели, осталось повесить гирлянду и шары. Опоры освещения украсили светодиодными обвесами, смонтированы 2 горки. Украсит площадь и светодиодная беседка. Работники управления культуры оформят ее собственными силами. В некоторые композиции в этом году будут внесены коррективы. Например, около снеговика появятся искусственные ели, а Дед Мороз и Снегурочка больше не будут ледяными. Кроме этого, мы на этой неделе и буквально до середины следующей недели планируем установить светодиодные конструкции. Вот помните, в прошлом году у нас были такие часы арка на входе в парк. Будет установлен также снеговик на санях, который в прошлом году мы закупили, устанавливали. Значит, на сегодня готовятся вот эти мафы к установке. Сегодня в Великом Устюге главный волшебник страны Дед Мороз отмечает свой день рождения. Дата праздника в честь знаменитого зимнего волшебника выбрана не случайно. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге, на родине Деда Мороза, наступает настоящая зима. Сколько Деду Морозу лет, неизвестно, но точно больше 2000. В этом году якутский Чесхан поздравил Деда Мороза через видеообращение. Желаю тебе здоровья, крепче, чем якутский алмаз, счастья белого и искристого, как горный снег. С днем рождения, главный волшебник страны Дед Мороз. Кинокомпания «Сахафильм» подписала соглашение с киностудией «Автор» о совместном производстве новой картины. Она называется «Не хороните меня без Ивана». В фильмографии партнеров «Сахафильма» более 5 картин, таких как «Чародей» Даниил Хармс, «Пальмира» и другие. Все работы были сняты с участием международных киностудий из Литвы, Македонии и Сирии. Об условиях контракта в материале Туяры Константиновой. Министерство культуры России выделит субсидию на софинансирование съемок якутского фильма «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой. Проект победил в конкурсе авторского кино и впервые получит федеральную поддержку. Подписание соглашения между Сахафильмом и кинокомпанией «Студия Автор» состоялось в Москве. Когда поступило предложение от генерального директора «Сахафильм» Дмитрия Шадрина, там очень интересная идея была у этого проекта. Сама идея, как якут Егор Березков, это историческая фигура, как и Иван Попов, такой первый художник Якутии. История дружбы якута и русского, которая происходит в начале века. Впервые мы
выиграли конкурс. Был довольно очень сложный конкурс. Я думаю, это будет второй этап развития нашей якутской кинематографии, так как это совместное производство. Календарно-постановочный план сейчас предварительно утвержден. Мотор будет 15 июня, пока 35 смен. По поводу команды до сих пор идут переговоры, утверждение актера. Наша работа продюсеров – создать команду, чтобы от А до Я все выстроилось. По оценкам экспертов, проект имеет международный потенциал. В фильме будет задействован актерский ансамбль из Якутии, России, Латвии и Польши. Меня она поразила вот этой своей какой-то парадоксальностью и простотой. Егор Березков, он умирает от красоты многократно. А как мне сказала Любовь Борисова, эта история достаточно известна в Якутии, но здесь, в России, мы о ней ничего не знали. Это как-то очень в нас отзывается. Я никогда в Якутии не был. Больше того скажу, я никогда не был знаком с якутами. Поэтому для меня все вновь, но я очень надеюсь, что все-таки это будет хорошая история. Основные съемки пройдут в летний период на территории Чертёвского историко-этнографического музея в Татинском Улусе. Сотрудничество Сахафильма и российской компании дают возможность якутскому кино расширить свои позиции на российском кинорынке. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Такой наши корреспонденты увидели среду, 18 ноября. Берегите себя в общественных местах, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Оставайтесь с нами.